новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 5 октября – Всемирный день учителя. В нашей стране этот праздник масштабно отметили в Абхазской государственной филармонии. Моисеевцам 85. В сухом накануне состоялся концерт легендарного балета Ильи Моисеева. Осень Абхазии. Сезон международный арт-пленэр официально открылся после 3-летнего перерыва. Начнем с официальной информации. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Ильей Денисовым. Во встрече приняли участие глава администрации президента Джансу Хнанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Обсуждались конкретные вопросы взаимодействия спасательных ведомств двух стран, координации действий спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях, в первую очередь на приграничных территориях. Абхазские и российские парламентарии обсудили вопросы активизации совместной работы. Завершая официальный визит в Российскую Федерацию, делегация Народного собрания Республики Абхазия во главе со спикером Лаши Ашуба встретилась с представителями депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Республики Абхазия. Парламентарии обсудили вопросы активизации совместной работы, в том числе касающиеся разработки плана совместной деятельности Абхазской парламентской комиссии, депутатской группы Госдумы и подготовки проекта соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Поднимались темы, связанные с парламентским сопровождением решения актуальных задач в социально-экономической сфере и других направлениях, а также возможности парламентского контроля над действующими абхазо-российскими договорами и соглашениями. Спикер Лаша Ашуба озвучил необходимость улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Республики Абхазия, что предусмотрено договором о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года с целью ее укрепления в современных реалиях. Также Лаша Ашуба обсудил вопросы обеспечения укрепления безопасности Республики Абхазия в целом, отвечающие существующим вызовам современной международной повестки. Парламентская делегация посетила в Москве посольство Республики Абхазия. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба и сопровождающие его парламентской делегации посетили в Москве посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Лаша Ашуба рассказал абхазским дипломатам о результатах встреч на высоком уровне в Совете Федерации и Государственной Думе, о достигнутых договоренностях и перспективах межпарламентского взаимодействия. Временный поверенный в делах Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авицба ознакомила депутатов с работой дипмиссии, был намечен дальнейший план совместной работы. 5 октября в Постоянном комитете Союзного государства состоялась встреча государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардинба. Провели встречу с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Встреча прошла в очень конструктивном ключе. Обсудили наши отношения, нашу совместную работу в трехстороннем формате с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь. Обсудили итоги визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Республику Абхазия. Обсудили актуальное состояние наших совместных проектов. Безусловно, большой интерес представляет работа самого союзного государства. Это очень эффективная площадка, интеграционное объединение. Мы видим, как сегодня реализуются союзные дорожные карты. Сейчас идет формирование единого рынка электроэнергии. Это все очень важные проекты, особенно в современное время, когда суверенные государства объединяются для решения экономических вопросов, для того, чтобы улучшить качество жизни своих людей, своих граждан. И Республика Абхазия тоже внимательно изучает этот опыт. Если мы этот опыт можем задействовать для улучшения экономической ситуации в нашем государстве, то он был бы, безусловно, крайне полезным. Сегодня
Подавляющее большинство государств участвует в интеграционных объединениях. Это абсолютно нормальная интеграционная практика. И в этом контексте мы будем и дальше изучать эти вопросы и будем рады нашему такому дружескому, активному диалогу с нашими друзьями. Состоялся 56-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Работа очередного раунда, возобновившихся после долгого перерыва, традиционно велась в формате двух рабочих групп по безопасности и по гуманитарным вопросам. Министр иностранных дел Инал Арденба прокомментировал итоги 56-го раунда женевских дискуссий. Грузия официально отказалась подписать с Абхазией соглашение о неприменении силы, рассказал глава МИД Абхазии. Мы призываем Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение, подписать эти гарантии неприменения силы. Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе, заявил Арденба. 56-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 5 октября. Торжественная дата. 6 октября, к 30-летию освобождения Гагрского района в Отечественной войне народа Абхазии, подготовлена специальная программа торжественных мероприятий. В их числе в четверг в Гагре состоится церемония возложения цветов к памятнику павшим за освобождение Апсны. Шествие «Бессмертный полк». Кроме того, на стадионе имени Даура Ахвледиани пройдет масштабное театрализованное представление с участием 200 человек. Это актеры Абхазского государственного драматического и Абхазского молодежного театров, танцоры известных абхазских хореографических коллективов, школьники. Режиссер-постановщик Мадина Аргун, продолжительность более 2 часов. 5 октября – Всемирный день учителя. В нашей стране этот праздник масштабно отметили в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба. С профессиональным праздником учителей поздравил глава государства Аслан Бжаня. Поздравительный адрес зачитал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Также почетным званием «Заслуженный учитель Абхазии» были награждены 11 учителей из разных районов республики. Перед началом праздничного мероприятия министр просвещения и языковой политики Инал Габлия и педагоги столичных школ возложили цветы к мемориалу в Парке Славы. Подробнее Анастасия Никонова. В 1994 году ЮНЕСКО провозгласил 5 октября Всемирным днем учителя. С этого времени ежегодно осенью свой профессиональный праздник отмечают люди, которые учили нас читать, писать и познавать мир. В этом году День учителя было решено масштабно отпраздновать в Абхазской государственной филармонии. Поздравительный адрес от главы государства президента Аслана Бжаня зачитал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, поздравляя учителей с профессиональным праздником, еще раз напомнил, какая ответственность за молодое поколение ложится на их плечи. Очень может помочь молодому человеку в жизни, очень может быть. Поэтому на вас лежит очень большая ответственность за то, как вы будете поступать по отношению к молодым людям. Но здесь действительно необходимо найти вот эту тонкую грань, чтобы человек становится. 11 учителям из различных районов нашей страны указом президента было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Абхазии». Из рук министра просвещения свои заслуженные награды получили
Дона Малия, Нателла Смыр, Белла Ашуба, Нателла Дочия, Анджела Барганджа, Талико Лабахуа, Валентина Ласурия, Неля Овсипян, Изольда Тарба, Алиса Чулокуа, Заира Джгунжге. Орденом Ахтзапша третьей степени награждены Мимоза Зантария и Владимир Бжания. После официальной части началась праздничная. Первыми коллег поздравили учителя и директор первой сухумской школы Нона Делба. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатовая. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил учителей Абхазии с их профессиональным праздником. В поздравлении спикера, в частности, говорится: на учителей возложена большая и ответственная миссия по воспитанию будущих поколений нашей страны. Только сильные духом люди могут выдержать колоссальную нагрузку, которая сопровождает работу с детьми. А в условиях трудностей, с которыми столкнулась Республика Абхазия в послевоенный период, наши учителя проявили все свои профессиональные качества, стойкость и душевную щедрость. С профессиональным праздником, Днем учителя, поздравил работников просвещения премьер-министр Александр Анкваб. От Министерства культуры Абхазии педагогов с их праздником поздравил министр Дауркова. Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений культуры, разрешите от лица Министерства культуры Республики Абхазия от себя лично поздравить вас с Днем Учителя и выразить вам искреннюю, глубокую признательность за ваш труд, преданность работе и безграничное терпение. Желаю вам здоровья, счастья, профессиональных успехов. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Мурата Кумпилова с 31-й годовщиной образования Республики Адыгея. В поздравительном адресе, в частности, говорится: Республика Адыгея, будучи активно развивающейся в самых разных сферах субъектом Российской Федерации, бережно хранит богатое историко-культурное и духовное наследие и уверенно смотрит в будущее. Убежден, что братские отношения и связи между нашими народами в дальнейшем будут плодотворно развиваться и приумножаться. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности. В поздравительном адресе главы государства, в частности, говорится: вы являетесь ярким политиком, чей истинный патриотизм, целеустремленность, упорный труд в деле достижения поставленных целей снискали заслуженное уважение как в Российской Федерации, так и за ее пределами. В Республике Абхазия рады успехам, которых достигает Чеченская Республика под вашим руководством. Глава администрации Сухума Беслан Эшба и заместитель главы Автандил Сурманидзе принимают участие в праздновании Дня столицы Чеченской Республики. Грозному исполнилось 204 года. 5 октября состоялось торжественное открытие Дня города Грозного. Делегация Сухума приняла участие в возложении цветов к мемориалу славы первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Трагическая информация. МЧС Абхазии. ДТП в Гудаутском районе. У села Белоречка на 62-м километре Сухумского шоссе автомобиль «Лексус» совершил наезд на придорожное дерево. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Республики Абхазия в 6 часов 57 минут. В результате ДТП погибли 2 человека. Один на месте аварии, другой после того, как был доставлен в лечебное учреждение. Подсудимые не пришли в суд и объявили голодовку. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года накануне снова отложено. Все подсудимые, кроме Аслана Блабба, не явились на заседание, сославшись на плохое самочувствие.
В заявлении просили не проводить процесс без их участия. В ходе предыдущего заседания подсудимые объявили голодовку в знак протеста против решения суда не переводить процесс в закрытый режим. Кроме того, подсудимый Чкадо отказался от услуг своих адвокатов Игоря Скнарина и Марины Таня. Нового защитника Чкадо так не выбрал, поэтому суд определил назначить ему адвоката по требованию, который должен явиться в суд в течение 3 дней для ознакомления с материалами уголовного дела. Следующий процесс назначен на 11 октября. Призывает сограждан воздержаться от провокационных заявлений, тем более в этот непростой период. Партия Амцахара в своем заявлении по итогам пресс-конференции в Сухуми, посвященной общественно-политической ситуации в стране, общественного деятеля и командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мы должны объединиться в это сложное время и не заниматься публичными провокациями, говорится в заявлении Амцахара. Ахра Авицба также в очередной раз, ссылаясь на непонятные, неназванные источники, сообщил, что министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Арденба собирается якобы свергнуть действующего премьер-министра Александра Анкваб, говорится в заявлении Амцахара. Считает, что Ахре Авицба необходимо дать пояснение относительно источников той информации, которую он озвучил на пресс-конференции 4 октября. По мнению членов партии, публичные высказывания Ахры Авицба выглядят провокационно и требуют разъяснения. Мы живем в непростое время, идет специальная военная операция. Помимо Ахры Авицба, десятки наших сограждан участвуют в этой судьбоносной спецоперации. Мы желаем им добиться всех поставленных целей. Также говорится в документе. С полным текстом заявления Амцахара можно ознакомиться на официальных ресурсах партии. Культура. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танцы Республики Абхазия выступает в ходе 21-го международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство культуры Абхазии. Главной концертной площадкой стал Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева сердечно поприветствовала участников фестиваля, отметив, что культура всегда была и остается приоритетным направлением государственной политики на Дону. Участие в мероприятии принимает министр культуры Абхазии Даур Кове. Моисеевцам 85. В Абхаз-Госфилармонии накануне состоялся концерт легендарного балета Игоря Моисеева. Ансамбль вышел на сцену с юбилейной программой, включающей в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданной мастером в разные периоды его творчества и ставшей мировой классикой. Наши корреспонденты побывали на концерте. Марианна Котова поделится впечатлениями. Чтобы отработать двухчасовой концерт, состоящий из 10 номеров, артистам балета Игоря Моисеева нужен целый автобус костюмов и реквизита. Платья, сапоги, сабли заполонили всю закулисье филармонии. Каждый танец – это отдельная история, эпоха и географическая точка. Чтобы воплотить на сцене отдельный образ максимально достоверно, танцору нужны и грим, и костюм, и академические знания. Это закладывается в нас во время репетиции, во время обучения танца того или иного народа в школе в нашей. Конечно, нас учат прежде всего воплощать тот характер той национальности, которую мы в данный момент представляем. Будь то молдавский номер, или греческий, или аргентинский, или русский. Это разные характеры абсолютно. И, естественно, когда мы выходим в определенном амплуа на сцену, конечно, мы это чувствуем, мы стараемся это показать и показываем, и передаем. Русский, венгерский, белорусский, молдавский и даже аргентинские народные танцы станцевали артисты балета Игоря Моисеева на абхазской сцене.
прошлом году они также выступали с интернациональной программой, и некоторые композиции исполнили снова. По словам организатора концерта, Минкульт Абхазии попросил повторить ряд номеров. Абхазия испокон веков является другом России в области культуры. У нас очень большая, скажем так, история. Мы обмениваемся как драматическими театрами, так и, скажем так, музыкальными коллективами. И поэтому, когда встал вопрос о том, куда поедет балет Моисеева в свой юбилейный год, конечно же, мы не смогли обойти Абхазию стороной. Ежегодно балет бывает в Абхазии с разными программами и по разным поводам. Государственному академическому ансамблю народного танца имени Игоря Моисеева 85 лет. За эти годы артисты разных поколений успели покорить все мировые площадки. Но, тем не менее, абхазская сцена оказывается ничуть не меньшим достижением. Потому что зритель в Абхазии в народных танцах искушенный и требовательный. По словам артистов, они с удовольствием и работают, и отдыхают в Сухуме. Всегда мы с удовольствием, когда узнаем, что предстоят гастроли в Абхазию. Всегда это такой очень, знаете, теплый настрой, хорошее настроение, потому что у вас тут замечательно и красиво, потрясающая набережная. Сегодня даже было время немножко прогуляться, несмотря на пасмурную погоду. Всегда с теплом вспоминаем театр, замечательную сцену и, конечно же, потрясающий прием, которым нас всегда встречает местная публика. Зрительный зал не заполнился целиком, а ведь в России попасть на концерт знаменитого балета – большая удача. Не каждому удается достать билеты на танцевальное шоу. В Абхазии на подобные мероприятия приходят в основном сами профессиональные танцоры. Конечно, такой концерт, как ансамбль Моисеева, пропустить нельзя. Я с молодостью никогда не пропускала их концерты, если это возможно было посетить. Это легендарный, всемирно известный ансамбль. Я считаю, что лучше него и нет в мире. В конце программы вместе с танцорами прославленного балета вышли самые маленькие солисты детского ансамбля «Абаза». Возможно, сегодня они еще не до конца понимают, какой честью удостоились, но точно получили творческий заряд и стимул для развития. Марьяна Котова и Нала Гухава. Абаза ТВ. Репертуар Государственного русского театра драмы имени Искандера на октябрь пополнился выпускным детским спектаклем театральной студии «Возвращение из волшебной страны Оз». Его можно увидеть на сцене Русдрамы 6 октября в 17:00. 23 октября состоится закрытие 41-го театрального сезона спектаклем «Кьоджинские перепалки». Открытие 42-го сезона состоится премьерой моноспектакля «В лучах сырой Делба» режиссер Антон Корнилов. «Краски осени Абхазии». 7-й международный арт-пленэр официально открылся после 3-летнего перерыва. Снова русские художники, преподаватели лучших российских вузов вместе с абхазскими студентами и мастерами в течение недели будут писать живописнейшие места Абхазии и по итогам организуют выставку. Тему продолжит Надежда Боровикова. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» возродился после вынужденного ковидного перерыва. 11 художников из разных уголков России приехали в Абхазию и каждый день будут выезжать в знаковые живописные места, чтобы писать с натуры вместе со студентами художественного училища и факультета искусств Абхазского государственного университета. Декан факультета, основатель арт-пленэра «Краски осени» Нукзар Логуа приветствовал гостей и рассказал о достижениях за прошедший с последней встречи период. С тех пор, как мы не виделись с вами, у нас тоже произошли некоторые изменения в положительную сторону. Вы сами можете убедиться через некоторое время. Сегодня мы с вами спустимся, посмотрим, какие новые мастерские у нас появились. Для того, чтобы проводить мастер-классы и другие занятия, для этого созданы уже более или менее соответствующие условия.
чем еще мы можем похвастаться, но успехи у нас очень хорошие. Выпуск был замечательный в этом году. Мы выпустили 29 человек. Вот. Ежегодно мы выпускаем по 25, по 29, до 30 человек. Приемы продолжаются, открываются новые направления. У нас в этом году уже новое направление – скульптура. Как вы знаете, скульптура – это очень сложное направление. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Огварамия приветствовал участников фестиваля и пригласил их присоединиться к празднованию 90-летия Абхазского государственного университета. Я очень рад видеть здесь знакомые лица, новых людей. Хотя обстановка такая, но жизнь продолжается. И поэтому мы много думали перенести празднование 90-летия нашего университета или все-таки провести по намеченному плану. Остановились на последнем. Очень много гостей будет у нас с 13 по 16 октября. Будем праздновать 90-летие. Среди российских гостей арт-пленэра есть те, кто много лет участвует в красках осени, и те, кто приехал впервые. Анатолий Данилов, например, народный художник Чувашии, давний друг Абхазии и постоянный участник международного арт-пленэра. У художника даже вышел отдельный сборник с абхазскими работами. Мне очень приятно, что арт-пленэр, абсный арт – это уже традиция. Это уже не просто пленэр, это традиция, которая имеет свои инновации, имеет свой опыт прошлый. И благодаря вот этому опыту мы можем выставить общую нашу практику и так работать, чтобы это было полезно. Во-первых, для студентов, безусловно. Во-вторых, для всех тех, которые приехали сюда. Кстати, на этот приезд я подготовил для студентов лекцию по живописи старых мастеров с полной презентацией, поэтому я вас всех приглашаю. Приглашаю не только студентов, но и всех, кто желает. Расскажу очень интересные моменты. Почему? Потому что без знания традиций инноваций ничего не стоит. Впервые в красках осени принимает участие представительница Татарстана, координатор пленэрно-выставочной деятельности Союза художников Республики Татарстан Антонина Елисова. Она поблагодарила организаторов за приглашение и рассказала о схожем опыте Татарстана. Татарстан из года в год реализует грантовые проекты. В прошлом и позапрошлом году у нас был чудесный, замечательный проект, который назывался Чистополь Возрождение. Это старинный город, очень достаточно известный. А в этом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализовали международный пленэр «Многонациональная палитра Прикамья». Художников, участников было достаточно много, 50 художников у нас было. Приехали более чем из 15 регионов России и зарубежья. И второй год вот мы бываем в этом районе, так называемом, очень отдаленном в Татарстане. Он называется у нас Агрыз. И, собственно говоря, в этом году уже мы с помощью Союза открываем в городе Агрыз галерею. В этом году на картинах участников пленэра можно будет увидеть Кындыкскую крепость, исторический центр Сухума, пейзажи озера Скурча и национальный колорит Апсны парка. Финальная выставка состоится 11 октября в главном холле Абхазского госуниверситета. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Спорт. Рица – чемпион Абхазии по футболу. 4 октября в городе Гудаута в матче 19-го тура Апсны Суперлиги команда Рица обыграла «Динамо» со счетом 4-1. Рица набрала 48 очков и за 2 тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для соперников, завоевав чемпионский титул досрочно. Дорогие наши болельщики, мы безумно рады, что переживали эти моменты не в одиночестве, а имели честь разделить все это с вами. Мы искренне надеемся и верим, что наследие нашей большой футбольной семьи продолжит жить еще очень-очень долго, говорится на странице клуба «Рица» в Фейсбуке. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 6 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза с прекращением во второй половине дня. Атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью 13-18, днем 15-20, температура морской воды 22.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.